У меня есть очень хороший мой знакомый Дэвид Сеттер. Этим человеком я был знаком до того, как лично познакомился. Это очень талантливый журналист, писатель и очень хорошо и специалист России, да, по России, по Советскому Союзу и России. Дэвид Саттер проводил много расследований, преступлений, журналистских расследований советского режима, КГБшного режима, рассказывал много про карательную психиатрию, которая была в Советском Союзе, когда людей, которые могли сказать, что Советский Союз плохой, ну как сейчас, например, да, если сказать что-нибудь там плохое про действующий режим. Хотя он еще пока в лайт-версии. Да, для чеченцев это самая-самая грязная и далеко не лайт-версия, вот этот сегодняшний режим. Но для русских, для большинства русских, это пока еще лайт-версия. Лайт-версия, такая легкая версия. Которая, конечно же, без сомнения, если не остановить, без сомнения, только будет иметь прогресс в ухудшении вот этого своего состояния, своей тирании. Но Дэвида Саттера много книг написано и по взрывам домов в Москве, и по другим расследованиям. Сейчас он занимается расследованием убийства Немцова, тоже много об этом говорит, пишет. Давайте сейчас я вам его включу, посмотрите, он тут на РТВИ такой, как мне евреи сказали, что это такой на Израиль вещающий такой русский канал, но неважно. На этом канале выступал Дэвид Саттер, уважаемый наш Дэвид Саттер. Поэтому давайте послушаем несколько минут его и потом перейдем к другим темам. Это было когда арестовали агентов ФСБ в Рязани, которые поместили бомбу в подвале одного жилого дома там. И об этом нет никакого сомнения. Эти люди имели идентификацию агентов ФСБ. Сам директор ФСБ Николай Патрушев признал, что они поместили бомбу в подвале, но только сказал, что это не была настоящая бомба, но это был сахар. Учение. Да, это было учение, это был сахар. После этого свидетельства, доказательства только увеличивались. Потому что обнаруживалось, что спикер Государственной Думы Геннадий Селезнев объявил с подиумом Госдумы, что взрывали дом в городе Волгодонск 13 сентября. Но здание, которое было взорвано 13 сентября, это было в Москве на Каширском шоссе. Они взорвали дом в Волгодонске 3 дня позже. Но как Геннадий Селезнев знал, что будет взрывать дом 3 дня заранее? Когда здание на улице Гурьянова было взорвано, местные ФСБшники интервьюировали человека, который управляющий домом. И он дал описание человека, который арендовал это подвал. Потом это рисунок исчез. И ФСБ заменил этот рисунок с другим рисунком. Михаил Трепашкин, который... Слышите, что говорит? Да? Сперва фоторобот был составлен на определенного человека. Видимо, он был очень похож. ФСБ заменила и появился другой человек. Расследовал эти события, видел с чудом оригинальный рисунок, потому что, кажется, одна газета успела использовать этот настоящий рисунок. И это был человек, с кем он был лично знаком. Он был агент ФСБ Владимир Романович, который имел ответственность для контактов с чеченскими криминальными группами. Романович был убит в Кипре в так называемом аварии. Дэвид, почему эта книга нужна сегодня? Я был выслан из России.
И Эта книга называется «Меньше знаешь, крепче спишь». Автор Дэвид Саттер. Всем советую. решил, что факт высылки дает мне причину просто писать об эволюции России в посткоммунистическом эпохе. Поэтому я писал книгу не только о взрывах в домах, но о как это случилось, что Россия, которая вышла из Советского Союза как результат, в принципе, бескровной революции, нравственной революции, оказалась страна-агрессор. Проблема в том, что другие люди пишут, как плохо Путин. Это не редкость у нас. Есть книги о Ельцине. И никто не может объяснить, почему такой божественный Ельцин выбрал такой ужас, как Путин, как его предшественник. Как будто бы это несерьезный вопрос. Ключевой момент был взрывы в домах. Это был завершение криминализации России под Ельцином. Я читала в вашей статье, у вас был информатор из Кремля, который, в общем, даже предупреждал вас о том, что что-то готовится. Вы пишете о том, что вообще те люди, которые находились в то время, в 1999 году в Москве, они чувствовали, что какая-то история должна произойти, что-то ужасное. И все-таки, поскольку вот есть информатор, поскольку у вас есть свои источники, я не прошу вас называть имена источников, я прошу вас назвать имена людей, которые, по вашему мнению, все-таки причастны, конкретные люди. Есть ли у вас имена конкретных людей, которые, на ваш взгляд, по вашим данным, причастны к этому чудовищному убийству, если оно имело место? Надо иметь в виду, что я не имею все возможности прокурора. Я могу просто анализировать все, что я знаю. Проникнуть в ельцинском окружении и понимать, кто это придумал. Я не могу. И я не мог тогда. И я думаю, что это не наша ответственность. Это ответственность, скорее всего, русского режима, это русского правительства, русского общества. Но если вы хотите знать мои идеи по этому поводу, и это я хочу подчеркнуть, что это интуитивное представление. Я тоже бы надеялся, что Ельцин до конца не знал, что готовится. Хотя, я повторяю, он был ответственен за это как президент страны. Что генератор это, наверное, был его испуганное окружение. И факт, что Борис Березовский начал кампанию разоблачить взрывы в домах, это для меня дает повод думать, что именно он был оригинатор этой идеи. Он был во власти, он был главный сторонник Второй Чеченской войны, он был очень важен в выдвижении Путина. Фактически готовить эти взрывы, это было дело не меньше 6 месяцев. Взрывы были в сентябре. Путин стал премьером только в августе. Поэтому он не был в власти, он был функционер до этого. И потом премьер был Степашин. Дэвид, вот вы с этими же показаниями выступали недавно в Конгрессе. Теперь эти знания есть и у Конгресса. Теперь Конгресс должен что-то предпринять, если на прокуроров у нас, по всей вероятности, нет надежды. Это не первый раз я об этом говорил в американском Конгрессе. Первый раз был в 2007 году. Естественно, должно это принимать в счете всех отношениях с Россией. Потому что, когда мы говорим о американско-русских отношениях, мы говорим о многих вопросах. И каждый раз мы должны иметь понимание, с кем мы имеем дело. Дэвид, я просто не могу понять. Смотрите, вот если есть история с Магнитским, находятся доказательства убийства Магнитского в СИЗО, Конгресс принимает акт Магнитского.
Так, вы слышали, что сказал, да? Для чеченцев поясняю, да? Смотрите, когда Путин приходил к власти, взрывы домов были подготовлены. Нападение на Чеченскую республику Ичкерия было подготовлено. Как минимум, это был план Б. Взрывы домов в Буйнакске, в Москве и в Волгодонске, в Рязани, когда были задержаны 2 сотрудника ФСБ, эти взрывы готовились как минимум за несколько месяцев, приблизительно полгода, говорит Дэвид Саттер. Это, в принципе, так и, наверное, произошло. Война же готовилась заранее. Когда Путин был еще директором ФСБ, он был функционером, как сейчас нам об этом пояснил Дэвид Саттер. Премьер-министром, властью, то есть, был Степашин. Да? Вот этот заплывший жиром, вот это существо. Степашин является зачинщиком первой русско-чеченской войны. Да? Он один из тех, кто начинал эту войну. Ельцин и семья Ельциных обогатились, они миллиардеры, у них огромное количество, они живут в Европах тут и так далее. Я напоминаю чеченскому народу, чеченцы и остальные, кто пострадали, да, от этого режима, и не только чеченцы, и русские тоже пострадали, и русские солдаты гибли, которых посылали на преступную войну. Так вот, чеченцы, Путин и Патрушев, да, Путин это Роснефть, которая качает нашу нефть, и у Путина 2 дочери и еще 2 сына, по-моему, от Кабаевой, Патрушева 2 сына, Россельхозбанк, который находится в Чечне наравне с Сбербанком, других банков там, по крайней мере, несколько лет назад не было. И эти люди, нахворовав эти деньги, они их с собой не заберут, но когда умрут. Но их дети станут миллионерами, миллиардерами и будут здесь жить. Так вот, это все деньги, семья Ельцина и других вот этих бандитов, это все сделано на нашей с вами крови. На наших 300 тысячах убитых. И никогда мы не должны это забывать. Мы должны это не только помнить, но мы должны сделать всячески, чтобы эти средства они вернули чеченскому народу в качестве компенсации. Таких лиц очень много, в том числе Ходорковский, который сейчас 5 миллиардов отсуживает у России, у Путина, да. И этот человек через свой банк Минотеп начинал войну, и все транзакции, все финансовые дела шли через его банк. Так что мы должны понимать, что ни один Путин там такой плохой-сякой, что остальные все хорошие. Нет, вся система, российская система, у Степашина тоже есть дети, у Ельцина внуки есть, правнуки уже, наверное. У Путина есть дети, внуки. Всем им придется отвечать в рамках действующего законодательства Чеченской Республики Ичкерия и международного права. Да, Алмулла. Не забываем об этом, чеченцы. Они нам должны $1 триллион. Вот эта Россия нам должна $1 триллион. Так возьмем с одних миллиардов, с других 5 миллиардов, ну и потихонечку наберем, пускай выплачивают. И так должно быть до конца, пока не выплатят до последней копейки. Далее я хотел бы вам показать 3-минутный ролик, который продолжает эту же тему. Тоже очень, здесь такая вырезка очень хорошая, такие основные моменты, которые упоминаются. Давайте ее сейчас послушаем, посмотрим и послушаем. Вот этот эксперимент проводится в лабораториях ФСБ на НТВ независимым расследованием с Николаем Николаевым. Дело будет закончено, я готов. Александр Сергеев, бывший начальник Рязанского управления ФСБ. Это тот непосредственный ФСБшник, начальник ФСБ Рязани, который сказал жителям дома Рязани, Новоселова 14/6, что вы родились в рубашке, это ваш новый день рождения там, и так далее. Потом он говорит, что это были учения. Смотрите. Еще раз с вами встретиться и уже тогда по этому уголовному делу рассказать, что... Когда это может произойти?
Вот здесь не знаю. Экспертиза сахара может занять несколько месяцев. Ну, а там очередь, ведь понимаете в чем? Очередь. Это самый большой террористический акт в России на тот период времени. Убивают мирных женщин, детей. И там очередь, понимаете? Просто очередь. И они месяцами ждут. И еще одно такое правило очень хорошее. ФСБшникам нельзя верить вообще никогда, никак. Потому что им что соврать, что сморкнуться, что высморкаться. Это вообще без стыда и без совести люди. Вы их не поймаете на лжи. Если вы где-то подумаете, что вы можете где-то задеть их совесть, там, вывести их на чистую воду, на разговор, ничего подобного. Он говорит, ну, очереди, понимаете? Да, наверное, у ФСБ есть более важные дела, чем взрывы домов. Но в показном стремлении сделать все по закону спецслужбы явно перестарались. Эти мешки, по утверждению ФСБ, с сахаром, по нашему убеждению, с гексогеном, были изъяты, а дальше было заявлено о том, что проводится дополнительная экспертиза этих мешков. Но если это сахар, вы в этом уверены, зачем вам экспертиза? А затем они еще и на полигоне взрывались. Ну, если вы знаете, что это сахар, зачем вам это взрывать? Когда мы узнаем Резонный правду, вопрос. сказать сложно. А пока ФСБ, не краснея и не боясь выглядеть смешной, демонстрирует домашние заготовки. Вот все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся... Вот это мы Зданович. не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть Один из принесли. соучастников убийства русских. Русские, запомните. Закреплено в документах, чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. А вот как раз там пробы... Однако, поскольку проверить ничего нельзя, такие доводы способны убедить лишь тех, кто их выдумал. И есть еще один, последний аргумент – государственная тайна. Еще раз повторяю, у нас специальная служба. И в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. О чем вы не знаете, и знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государственную тайну. И здесь все не так. В законе об оперативно-розыскной деятельности нет не то что статьи об учениях, но и даже само это слово не упоминается ни разу. Так что операция в Рязани проводилась явно на каком-то другом основании. И я вот тоже сижу, вот прослушиваю, и не верю в эти сказки, которые сейчас рассказывают вот ФСБ. Я тоже сам бывший военный. Уволился в должности вот начальника штаба отдельной воинской части. Учений за 28 с лишним лет службы провел, вы знаете сколько? И сейчас никто не поверит вам, ни этому вот пакету запечатанному, ни этим самым папочкам, вот в бумажке, экспертизам, никто вам не поверит. Сама идея об учениях родилась после того, как общественностью был вскрыт факт якобы учений. Учения объявляются заранее. Учения объявляются заранее, да. Но это были не учения, мы все прекрасно понимаем, что это были не учения. И этим делом занялся Павел Астахов. Павел Астахов это КГБшник. Сейчас он под прикрытием адвоката, ну, по какое-то время у него был статус адвоката. И этот прекрасный адвокат, который был в этой программе «Независимое расследование» на НТВ, и там же он предложил, что давайте я займусь, ну и как бы повел русло в нужном направлении, понимаете, да? ФСБ взрывает, расследование, оно же занимается. Потом, когда уже недовольные граждане, чтобы расследование не ушло в ненужное русло, Павел Астахов собирает подписи, говорит, я вам сейчас все помогу, все бесплатно и так далее, и так далее. И после этого дело осталось, ну, на той стадии, 20 лет прошло, и ничего не изменилось. Ну, конечно же, изменится. Конечно же, изменится, и ни в коем случае это так не останется. Мы будем доносить, мы будем призывать, и когда-нибудь в России все-таки произойдет смена режима, и тогда мы всех поименно назовем и привлечем к ответственности. Вот тут Павел Астахов сообщает миру, что дело засекречено на 75 лет. Это единственный террористический акт, в котором обвиняется Басаев Шамиль, легендарный Шамиль Басаев, дело которого засекретили на 75 лет. 75 лет, и в ближайшие 75 лет, я думаю, мы вряд ли узнаем о том,
качество не очень хорошее, наверное, надеюсь, вы расслышали, да, он говорит, на 75 лет, и мы только через 75 лет узнаем. Очень, это великая Россия, больше по-другому не скажешь, великая Россия. Правды могла бы добиться Госдума. 18 марта 2000 года депутаты фракции «Яблоко» Юрий Щекочихин и Сергей Иваненко... Юрий Щекочихин был убит. Да, мы сейчас это больше не будем смотреть, потому что я вам и ранее показывал. И не будем больше, так много уделять времени. Да? Я буду каждый стрим пытаться говорить об этом, но не буду уделять так слишком много времени. Надеюсь, русские обратят внимание. Я в прошлом своем стриме сказал, что если есть желание, вы можете обращаться в мире права человека, в Международную ассоциацию. Президентом является Сайдамин Ибрагимов. Сайдамина Ибрагимову вы можете написать ему, вы можете написать мне. Я действую от себя, это не от Сайдамина Ибрагимова. Ну, конечно же, Сайдамин Ибрагимов готов будет в защите прав человека, в том числе и русских, помогать. Поэтому я тогда сказал, можете писать ему. И вы можете писать мне, вы можете как-то координироваться, мы можем вместе заняться вот этим делом. Привлекать внимание как можно больше к террористическому акту против своих граждан в конце 99-го года. Так, давайте посмотрим, что вы пишете, потому что вы очень много интересного пишете, и надо бы как бы мне тоже обогащаться, а не только вам. Так, Салам Аслам, в чем разница между фашизмом и КГБ? Салам Эд Мамедов это спрашивает. Ни в чем нет никакой разницы, я тебе вот не вижу никакой разницы, Эд. Так. Владимир Рабинович, да, пакетик такой принес, клоуны такие. Сидят и вообще без стыда и совести. И самое главное, все хавают, как говорится, да. Все схавали, утерлись и вообще без проблем. Так. Руслан Абудов говорит, зря Хаттаб взял на себя эти взрывы. Нет, Руслан, это абсолютная неправда. Хаттаб, Басаев, никто не брал на себя эти взрывы. Наоборот, Басаев, я тогда выставлял интервью, говорил, зачем нам это нужно было. Нет, мы это не делали. И как это удачно, он говорит, это совпало, что вот как раз выборы, надо меняться, начинается война, и тут такие взрывы. Очень удачно произошли взрывы. И некоторые чеченцы винят нас самих в том, что, вот, например, Басаев пошел в Дагестан, из-за этого Россия на нас напала. Ну, я скажу так. Во-первых, конечно же, это я, когда Аслан Арцуев, я по прошествию стольких лет и уже задним числом я уже понимаю, что вот не надо было так делать и так далее. Может быть, я поступил бы тогда по-другому. И я не Шамиль Басаев. Тогда решение принимал Шамиль Басаев. И он совершил спасательную операцию для спасения аварских женщин, детей, которые были зажаты в Дагестане, окружены Степашиным, между прочим, который дал гарантии, что можете строить здесь шариатские суды там, и так далее, и так далее. Короче говоря, самый главный, один из главных провокаторов, конечно же, и зачинщиков войны, это Сергей Степашин, большой друг Кадырова Рамзана. Так вот, если бы это послужило поход, так называемый поход Басаева в Дагестан, на самом деле это спасательная операция чеченских добровольцев, которых не поддержало правительство Чеченской Республики Ичкерия и руководство Чеченской Республики Ичкерия во главе с президентом Асланом Асхадовым. Это не являлось поводом к войне. Это была просто спасательная операция, осуществляемая добровольцами. Как то же самое сделал, например, тот же Гиркин. Только Гиркина поддерживала вся Россия, посылались танки, самолеты и даже буки. И Путин, президент России, открыто поддерживал вот эту
вот это сепаратистское движение, которое организовано было полковником или подполковником ФСБ Гиркиным. В Чечении же все было ровно наоборот. Басаев пошел, Масхадов сказал, что не имеет чеченский народ и чеченское государство не имеет никакого отношения к этому, это обычные добровольцы. И это не послужило поводом для нападения в Чечню. Именно потому, что это не послужило поводом для нападения на Чеченскую республику Ичкерия, был задействован план Б и были взорваны дома в Москве. И когда нас кто-то упрекает, что вот вы напали на Дагестан, поэтому мы на вас напали, это ложь. Потому что бомбардировки Грозного начались на второй день после того, как в Рязани были задержаны 2 сотрудника ФСБ. То есть 22-го были задержаны, 23-го уже началась бомбардировка Чеченской республики Ичкерия. Все, уже Путин послал все эти войска и пошел ва-банк. И у него это получилось. Получилось, потому что весь лицемерный мир промолчал, сделал вид, что они поверили, а трусливый и никчемный русский народ утерся и сказал: ну ладно, если Вова говорит, что убивать чеченцев, пойдем свои садистские наклонности удовлетворять и убивать чеченцев, мучить, пытать, грабить чеченский народ. Поэтому ни в коем случае мы не принимаем то обвинение, что спасательная операция Шамиля Басаева послужила поводом для нападения. Более того, официальные вооруженные силы российской армии нападали неоднократно на протяжении всего времени вот этого короткого 3-летнего периода мира, нападали на Чеченскую республику Ичкерия. Грабили на границе людей, был разбит, уничтожен блокпост, был таможенный пограничный пост чеченский, где погиб, по-моему, 1 пограничник, и была захвачена часть территории российской официальными вооруженными силами, не чеченскими. Когда Басаев туда шел, он был рядовым гражданином, он не занимал никаких постов, как говорит, да, Гиркин, например, не занимал. Поэтому мы ни в коем случае не виновны в том, что война началась. Война началась в любом случае против нас. Но для истории мы должны понимать, что мы выполняем свои обязательства. Тот же Шамиль Басаев, заключив договор с аварцами, он выполнил, дагестанцами, он выполнил и, рискуя навлечь войну на свою страну, все равно пошел помогать. Сделал бы я это или нет, скорее всего, сегодня я сказал бы, что я этого не сделал бы. Но тех женщин, детей, которых он спас, это уже, наверное, взрослые люди, у них уже, наверное, есть семьи, у тех детей, например. Многие, наверное, из них до сих пор живы. Я, стоя перед этими людьми, в глаза им такое, наверное, у меня, наверное, язык не повернулся бы им так сказать. Я бы не пришел бы вам на помощь. Но что случилось, то случилось. Вот такая вот краткая история про нападение, начало Второй русско-чеченской войны. На протяжении всей этого перемирия после Первой войны против нас велась так называемая гибридная война, да, не прекращалась ни один день пропаганда, что там чеченский террорист, чеченский там бандит, там это, короче говоря, вы все это прекрасно помните. Я это помню очень хорошо, очень хорошо. Поэтому вот такие вот дела. Давайте почитаем ваши комментарии еще и пойдем дальше. Хаттаб это на себя не брал, Руслан. Идем дальше.